Здравствуйте, уважаемые телезрители и гости студии. Сегодня мы хотели бы поговорить о плане развития Сухума. И вот для этой цели в нашу студию пришли главный архитектор города Беслан Багателия, сотрудник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Сабина Агарба и представители общественной организации Харахакалек, урбанист-градостроитель Ина Барчан и архитектор-градостроитель Саид Цугба. Прежде чем мы к основному вопросу подойдем, я все-таки хотела бы обратить ваше внимание и внимание наших телезрителей о том, что у нас в городе действительно идут перемены. Мы наблюдаем, мы видим ремонт исторических зданий, мы видим благоустройство парков и площадей, мы видим, что идет общественное обсуждение ремонта набережной. И это все не может не радовать, это на самом деле все очень хорошо. Но в этой связи у меня вопрос к нашему главному архитектору. Вот у нас идет точечное строительство или есть уже какое-то концептуальное видение развития города? Есть ли у нас план развития и планируем ли мы вообще разработать генплан в будущем? Всем здравствуйте, спасибо, что пригласили. Во-первых, я хотел бы сказать о том, что мы уже сделали. Ну, конкретно не мы, а в принципе государство. У нас есть градостроительный кодекс, у нас заработала кадастровая палата, то есть какая-то основа уже есть для того, чтобы далее разрабатывать какое-то планирование того, как должны развиваться наши города. Ну и в любом случае, вот мое видение по планированию городов – это участие всех собственников. То есть, если мы говорили о генпланах в советский период, то тогда это рассматривалось с точки зрения одного собственника. То есть у города был один собственник, и он планировал на долгосрочную перспективу увеличивать население, добавлять школ, добавлять жилье и что-то такое подобное. Но сегодня мы не должны идти по этому пути, у нас свое видение, мы должны работать на комфорт людей, которые проживают в этом городе. У нас нет никаких амбициозных задач, нам нужно только лишь комфорт и удобство жителей города и гостей столицы. Поэтому, так как у нас все стремится темпами, меняется ритм жизни, города сегодня переходят на такие вот концептуальные мастер-планы развития. И мастер-план – это как основа для будущего генплана города. И участниками этого планирования должны быть как и компетентные специалисты, так и бизнес-элиты местные, которые вот являются основными застройщиками. Мы должны учитывать интересы всех и двигаться в этом направлении. И если говорить про планирование, также у нас осуществляется сегодня, можно сказать, в небольшом масштабе, это отрезок набережной, так называемой набережной Диоскурии. Это своего рода тоже небольшой мастер-план, в котором прописаны и учитаны променады, велодорожки, озеленение, какая-то уличная мебель. Все это регламентировано по конкретной концепции, и никак нельзя отступать от того, как должны выглядеть киоски и кафе сборно-разборного типа на этой территории. Если у нас это хорошо сработает, мы надеемся, что это будет работать хорошо, до конца мая примерно так планируем,
запускать эту набережную, то мы уже далее будем работать уже в более других уже масштабах, более больших таких. Спасибо за ответ. Но вот вы уже озвучили вот это слово «мастер-план» как альтернатива какому-то серьезному генеральному плану. Но все же, прежде чем мы как бы более конкретно к этому приступим, маленькая историческая справочка для наших телезрителей. Дело в том, что мы знаем, что первым человеком, который расчертил Сухумскую равнину, был землемер Военков. Именно он создал правильную сетку улиц нашего города. И именно тогда вообще впервые появилось вот это слово «метод квартальной застройки». Как этим методом, мы знаем, был застроен наш город. А в 1921 году в Абхазию приехал Иваницкий, некий архитектор российский, и он приложил руку к градостроительной сетке нашего города. Но в 1931 году уже приехал знаменитый, легендарный архитектор, академик архитектуры Щусев. Тот самый знаменитый, легендарный Щусев, который построил в Москве Казанский вокзал, да и многие другие знаковые строения в Москве. Кстати, он был приглашен, его пригласил председатель ЦИК Абхазии Нестор Лакоба. Щусев прошелся по нашему тогда еще еле намечившемуся городу. Он прошел по набережной, поднялся даже на Сухумскую гору. И вот его консультации легли в основу первого генплана нашего города. И уже затем, как вот вы сказали, Беслан, в 30-е, 40-е, 50-е и так далее принимались новые генпланы. Генплан – это вообще дорогое удовольствие, насколько я знаю, потому что его разрабатывают проектные институты. Туда входят инженеры, мостовики, транспортники, аналитики, экономисты и так далее. И я знаю, что у нашего государства была попытка послевоенные годы все-таки этот генеральный план составить. Но была озвучена очень большая сумма, которая оказалась нам не по карману. Но вот времена все-таки меняются. Меняются новые подходы. И вот вы озвучили мастер-план. И вот теперь я так поняла, что мастер-план – это такой облегченный вариант, какой-то более простой, чем генплан. Относительно мастер-плана. Ну, во-первых, хочу сказать, что мастер-план это не альтернатива генплану, да? Это не смена одного документа другим ни в коем случае. Да. Саид расскажет чуть подробнее о отличиях основных. Я же хочу подчеркнуть только тот факт, что это смена философии, кардинальная смена подхода к планированию вообще развития нашего города. Как происходит у нас сейчас? Да, строитель или застройщик приходит со своим проектом, и город вынужден подстраиваться под его проект. Почему? Потому что в данный момент, признаемся, у нас нет какого-то видения концептуального, где что надо строить, где планировать какие-то дополнительные дороги, улицы и так далее, парки. Поэтому мы вынуждены подстраиваться под то, что нам приносит застройщик. Появление вот такого инструмента, как мастер-план, да, гибкого достаточно инструмента, позволит не подстраиваться, а как раз предложить застройщику или инвестору наше видение, которое было разработано совместно с жителями этого города. Беслан, хочу вот подчеркнуть, что не только бизнес-элиты и государство участвуют в мастер-планировании, а горожане, они заказчики этой концепции видения своего города. И это принципиальное отличие от мастер-плана от генплана. Всем добрый день, добрый вечер. Сложный вопрос на самом деле, почему именно с мастер-плана. На самом деле у нас сейчас такая ситуация, что
у нас в принципе нет никаких документов, которые регулировали бы перспективное землепользование. То есть нужно начинать с чего-то. В данном случае хорошая идея начать с мастер-плана, ровно потому, что мастер-план, ну, если говорить просто, это стратегия пространственного развития территории с учетом реализации того или иного сценария развития на долгосрочную перспективу. То есть ну, туда входят... На самом деле у мастер-плана и генплана куча всего общего. И туда входит и там оно включает перспективное зонирование территории, использование земельных участков, то есть как они должны быть использованы. Отличие только в том, наверное, что мастер-план, ну, у мастер-плана очень сильная экономика маркетологическая такая компонента, она довольно сильна и превалирует. И, конечно же, это вовлечение местных жителей и всех заинтересованных сторон, от собственников до городских властей, там, бизнесменов и прочих-прочих. То есть начинать нужно, в принципе, с какого-то документа, который позволит стратегически планировать развитие нашего города. Да, одним словом, суммируя то, что вы сказали, можно сказать, что генплан – это жесткий правовой документ, такой, который сложно и долго менять. А мастер-план – это все-таки живой сценарий развития, который можно будет менять по ходу того, как идет строительство. Я правильно вас поняла? Правильно отчасти, но мастер-план, так как мастер-план не закреплен в иерархии градостроительной документации городкодексом Республики Абхазия, а генплан закреплен, то есть генеральный план обладает законодательным правом. То есть все то, что указано в генплане, это закон и должно быть так, и никак иначе. И все процедуры корректировок и изменений четко должны быть прописаны конкретно, как производить эти изменения. Мастер-план не обладает юридической силой. Мастер-план не обладает юридической силой, а проектные решения, которые там установлены, должны быть уже имплементированы в существующие документы градостроительного проектирования. Понятно. Ну и все-таки давайте, Инна, скажем, вспомним мировой российский опыт. Какие удачные примеры реализации мастер-планов можно вот считать эталонными? У каких городов мы можем поучиться тому, чего они достигли? В мировой практике уже давно известны такие инструменты, как мастер-планирование. Одни из впечатляющих, успешных кейсов и мастер-планов, я считаю, это мастер-план Сингапура, который представляет из себя долгосрочная стратегия планирования на 40-50 лет. Но особенность этого мастер-плана в том, что каждые 5 лет происходит его актуализация, то есть обновление. Да? Он не лежит на полочке 40-50 лет и не раз в 20 лет обновляется. Нет, каждые 50 лет они производят изменения этого плана согласно тому, как живет город. Что примечательно, этот план, конечно, величайшее такое свидетельство интеграции разных аспектов жизни города. Землеустройство, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, зеленые насаждения, практически все. Все это лежит на базе такой огромной базе геоинформационной информации. Да? То есть Сингапур – это одна из стран с величайшим, так сказать, таким техническим потенциалом, который умеет цифровать все данные, и вся база данных у них под рукой. Это, конечно, колоссальный такой управленческий инструмент. Один из моих любимых мастер-планов – это мастер-план Копенгагена, например, да, который был разработан в 1947 году. И с тех пор он не меняется. То есть не меняется его градостроительная концепция, градостроительный вектор. О чем это говорит? О преемственности. Вне зависимости от того, меняется ли политическая власть в Дании, градостроительный вектор не меняется. Это план, который ориентирован в первую очередь на человека, на развитие инфраструктуры, общественного транспорта. Это известный такой план 5 пальцев, да, Five Fingers.
То есть идет развитие города между 5 транспортными коридорами. Между ними сохраняются зеленые зоны. И вот эта вот концепция не меняется уже 78 лет. Какие еще успешные кейсы? Должна привести хороший вот опыт российский. Относительно недавно, 5 лет назад, был разработан мастер-план Дербента. Считается, что это один из, пожалуй, самых успешных таких вот кейсов в российской практике. На чем концептуальная идея мастер-плана культура, культурное наследие, историко-культурное наследие этого древнейшего города российского, это его ресурс, это его главный актив. И вот на это разработчики сделали ставку. Сохранить вот это наследие и сделать его, скажем, активным ресурсом для развития этого города. Очень много интересных таких вот позиций в этом плане. Так называемая туристическая миля, которая соединяет все интереснейшие объекты этого города с помощью пешеходного маршрута. Это, конечно, и зеленая концепция и так далее. То есть это вот один из тех успешных мастер-планов, на который можно в каком-то смысле ориентироваться. И интересно, что этот план реализуется сейчас уже и начал свою реализацию еще до того, как был разработан генплан Дербента. То есть о чем это говорит? О том, что одно не мешает другому. То есть мастер-план – это такой инструмент для быстрой реализации каких-то, может быть, точечных проектов, с одной стороны, но это дает возможность протестировать тот или иной проект, да, и дать возможность уже в генплан заложить какие-то проверенные практики. Я знаю о том, что в России вообще сейчас идет масштабная такая программа 200 городов. Мастер-планы разрабатываются для 200 городов. Как раз для того, чтобы опробировать вот этот инструмент. И уже для 25 городов мастер-планы разработаны. Есть определенные проблемы при, так сказать, реализации этих планов. Некоторые из них не имеют достаточного финансирования, то есть риски определенные, конечно, есть. Но это позволит им опробировать этот инструмент и понять, насколько он эффективен. Но уже сегодня можно сказать, что это достаточно эффективный инструмент. Мастер-план еще и позволяет избежать ошибок каких-то, Безусловно, да, совершенно верно. Он позволяет избежать ошибок, не как бы... Вот, к примеру, как это могло бы работать для нашего города. Да? Допустим, мы запланируем в рамках мастер-плана такой проект там, создания пешеходной связи там, какой-то одной улицы, да? От центра до набережной, полностью пешеходной. Запускаем, тестируем, наблюдаем за горожанами, удобно, неудобно, что работает, что не работает. И после этого в генплане появляется вот такая пешеходная улица. Или не появляется. Да? Вот такого рода, это действительно такой тест, драйв-тест перед тем, как генплан будет принят. То есть я так поняла, что он очень гибкий, быстро может тестировать какие-то точечные решения и также быстро корректировать их. Саид, вот вы как считаете? Ну, безусловно, как я уже говорил выше, мастер-план не включен в иерархию градостроительных документов, которые устанавливает Градкодекс. Вот. И, соответственно, это дает ему такую гибкость. То есть его можно быстро менять, быстро разрабатывать, гораздо быстрее, там, чем тот же генплан и там, не знаю, детальные, проекты детальной планировки. Что еще? О гибкости также можно сказать, что качественный мониторинг помогает ему быть гибкими. То есть, ну, допустим, приведем такой пример. Допустим, в транспортном блоке мастер-плана заложено там снижение уровня смертности в ДТП до нулевого показателя. Там это прописываются все мероприятия, которые нужно, которые нужно совершить и провести, чтобы достичь этого показателя. Вот есть, вот 0 условно, это их целевой показатель. И если
к установленному сроку, там, через 5 лет, ну, через какое-то время, нет тенденции к снижению, то значит, что-то не учли, Не что-то не работает. докрутили, и нужно что-то поменять и откорректировать. То есть вот такими методами Скажите, а вот какие достигается вот быстрые проекты можно было бы сделать в течение 1-2 лет, чтобы наши жители увидели какие-то позитивные изменения? Какие это могут быть проекты, Инна? Ну, это может быть элементарно благоустройство площади там, Свободы, например. Да? Посмотреть, что там, что работает. Да? То есть организовать какое-то общественное пространство, да? Либо новое парковое, либо сделать его реконструкцию, и в течение там 1-2 лет проверить, там ли мы установили, например, детскую площадочку, да, или надо ли было здесь делать какие-то транзитные там, пешеходные пути. Может быть, люди там не ходят, да, понаблюдать за тем, как люди ходят, и там уже прокладывать соответствующие пешеходные какие-то дорожки. Мы буквально недавно стали свидетелями того, как провели реконструкцию в микрорайоне Новый район, такого сквера удлиненного Вот хотела вдоль. сказать. И знаете, вчера буквально находились там с выездной такой комиссией и обратили внимание, что есть в некоторых местах уже возникли тропы. То есть не до конца были учитаны все дорожки, пути. Вот, и на месте вот этих пешеходных возникших троп уже будут новые дорожки. Вот видите, как В по будущем. ходу какого-то строительства мы Не до конца прислушиваемся очень. к Не до нашему конца всё-таки населению. учли. Это, конечно, это здорово. Вот я бы хотела сейчас ко всем задать один и тот же вопрос о роли разработки генерального плана. Вот что может связывать мастер-план и будущий генеральный план? Мы-то знаем, что когда-то мы все-таки должны его принять, генплан. Но пока хотя бы вот такими шагами, да? Но можно ли считать, что мастер-план может стать фундаментом и наглядным пособием для разработчиков генерального плана? Как вы думаете, Беслан? Ну, мастер-план – это основа, да, необходимо на него опираться уже. Ну, генплан – это уже история про сильное состоявшееся государство. Мы пока молодое государство, и нам только такой путь необходим. Через мастер-план вот в этом направлении быть. Быстрые победы. То есть у нас у всех вот это понимание есть, я так поняла, да? Вот что вот все-таки они необходимы, эти мастер-планы сейчас. Обязательно. И вот у меня как раз по этому поводу возник, Сабина, к тебе вопрос. А какие возможности может представить генплан или мастер-план для сохранения историко-культурного наследия нашего города? Это очень злободневная для нас тема. Ну, мне кажется, что и генплан, и мастер-план предоставят ключевые, наверное, возможности для объектов историко-культурного наследия, так как ну, в нем будут интегрированы задачи, которые должны войти в общую стратегию, концепцию всего вообще города, развития вообще территории. Ну, я согласна с коллегами, мастер-план это больше, ну, как бы часто стратегический, такой, наверное, менее детализированный, чем генеральный план. Но это, конечно же, сейчас, на данном этапе, это будет, мне кажется, решение, очень хорошее решение для города, для Сухума конкретно, и в дальнейшем, конечно же, для остальных городов Абхазии. И также я согласна с Инной Валерьевной, которая вот рассказала нам о хорошем примере Дербента. И у них, как она нам сейчас рассказала, они, получается, опирались на объекты историко-культурного наследия. И от этого все уже подвязывалось. Я считаю, что мы должны только по этому пути пойти, потому что у нас небольшая страна, каждый город имеет очень много памятников историко-культурного наследия. В частности, например, Сухум — это 300 и более объектов историко-культурного наследия. И мне кажется, что мы должны
привязывать все к ним при разработке мастер-плана и в дальнейшем генплана. Ну, конечно, в отличие от мастер-плана, как сказал Саид, генплан, он имеет еще и юридическую силу, это дополнительная степень охраны, потому что ну, в дальнейшем, когда будет разработан генплан, на нем будут указаны объекты историко-культурного наследия. Вот. И также зоны охраны объектов историко-культурного наследия, что очень важно. И это тоже как бы дополнительная степень защиты, дополнительное ну, планирование, что будут отталкиваться от объектов, не будут их застраивать. Сейчас мы, к сожалению, видим, что объекты историко-культурного наследия иногда оказываются вокруг высоток, так называемых новых строений непонятных, которые уродуют в принципе город и некомфортно нам, как жителям, тут находиться, но также они просто подавляют и губят объекты историко-культурного наследия. Также, ну вот, да, еще раз хочу сказать, что если будет уже принят генплан, то эти объекты будут историко-культурного наследия указаны на нем. А далее еще такой момент, что когда будут планироваться какие-то работы или финансирование от государства, объекты, которые там указаны будут на генплане, но объекты историко-культурного наследия, они будут уже как бы потенциально предложены на реставрацию, на реконструкцию. Вот. Это тоже, мне кажется, еще очень важный и дополнительный бонус принятия вообще генерального плана и ну, на данном этапе мастер-плана города. Вот, Сабина, у нас у всех есть понимание того, что историческую часть нашего города застраивать нельзя. Но она же застраивается. Поэтому, конечно, вот нам необходимо определять эти границы исторической части Поэтому города. нам и нужно привлекать основных застройщиков города. Сейчас они как раз формируются, эти, вот, как я сказал, уже бизнес-элиты. Нужно привлекать их и объяснять, как бы мы должны быть на контакте, и у нас должна быть взаимосвязь какая-то. Ну, для этого нужны определенные правила. То есть мы должны быть готовы к тому, чтобы показать застройщикам определенные правила да, застройки, особенно в исторической части. Вот мы коснулись, упоминали про мастер-план Дербента. Чем хорош мастер-план? Тем, что это действительно очень гибкий документ, и он может включать разные и регламенты в том числе. К примеру, в мастер-плане Дербента есть специальный раздел, который регулирует, такой регламент своего рода, регулирует застройку в исторической части города. И вообще как бы он включает в себя дизайн-код, например, да, требования к материалам строительства, определенные требования к объемно-пространственным да, каким-то критериям и так далее. И все это нашло отражение в этом мастер-плане. То есть он может включать еще и какие-то дополнительные разделы, которые мы вполне можем предъявить тем же самым застройщикам, да, и установить определенные, так сказать, правила. Вообще есть такое, как бы, такая цитата, да, что мастер-план, генплан устанавливает на самом деле действительно жесткие правила, а мастер-план устанавливает ценности. Ценности города, да, то есть он как раз вот призван показать, чем ценен наш город. Да? В данном случае, конечно, главная его ценность, и я тоже считаю, что наш главный ресурс – это вот его историко-культурное такое уникальное наследие, которое нам обязательно надо интегрировать в мастер-план и попробовать его все-таки, попробовать зафиксировать границы исторической части города. Вот в этом смысле, Беслан, скажите, пожалуйста, есть какие-то перспективы на то, чтобы мы все-таки установили определенные границы исторического центра или исторического ядра? Либо опорный план, да? Либо мне кажется, опорный очень план, важно да. тоже. Какое у вас видение? Может ли это? Пока мы этим не занимались. Но в любом случае, да, у нас должно быть зонирование какое-то и по высотности, и по плотности застройки, и по тому, как должен быть выглядеть внешний облик строений. Плюс мы в любом случае в ближайшее время начнем разрабатывать
дизайн-код наших фасадов. Сейчас это самая такая, можно сказать, легкая переделка. Да? Ну, то есть, что проще, с того и начнем пока что. Ну, далее по нарастающей. Видите, проблем много, и сразу все проблемы не решить. И постепенно, но, я думаю, получится у нас. Беслан, вот мне кажется, одна из недостатков градостроительного кодекса было то, что вот как раз не был проработан вопрос исторической части города и регулирующую застройку в исторической части города. Вот это все же один из недостатков этого кодекса. У него много недостатков, но этот, мне кажется, самый главный. Ну, там отдельные статьи еще будут пересматриваться. Кодекс приняли, но много вопросов к нему есть. Поправки могут быть, Поправки да, к нему? могут быть в любом Вот это случае. очень важно. Мы Союзом архитекторов и компетентными специалистами, юристами регулярно в контакте. Мы, в общем, можем выносить свои предложения и корректировки в парламент. Так что мы этими и занимаемся, кстати. На мой взгляд, градостроительный кодекс не должен, содержать такие вещи, как зоны охраны исторического центра города. Это для него будет избыточно, потому что у него, немножко иная функция. Он скорее определяет правила игры, но сам не регулирует такие вещи. Он и сейчас там есть такие какие-то пункты, вроде там параметров застройки, плотности застройки и так далее. То есть это уже слишком избыточно для такого рода документа на самом деле, но ввиду отсутствия других документов, которые должны это регулировать, пока так. Но на самом деле это не там должно быть. Пока он для нас главный документ. Хорошо, тогда такой вопрос. А где должен быть регламентирующий документ, который во главу угла ставит историческую часть нашего города? Есть такой документ, в российской практике он называется «Правила землепользования и застройки». Это документ градостроительного зонирования, который включает в себя градостроительные регламенты. То есть на самом деле это там должно содержаться данный параметр. То есть регулируется отдельными документами, градостроительными регламентами. Да, который включен в ПЗЗ. Ну, такая практика в России. Но да, есть разная практика. В Берлине, например, есть специальный исторический регламент. Регламент исторического центра, например, очень жесткий, Вот и нам который такой надо очень принять, сложно Инна. обойти или как-то его нарушить. То есть это совершенно отдельно разработанный документ, регламент. Инна, совершенно понятно, что наш город должен строиться, что в нем должны появляться новые здания. Никто не против этого. Но оно не должно быть в ущерб исторической части города. По-моему, это все как-то понимают. Мне так кажется. Да, Сабина? Ну, я думаю, что да, хотелось бы в это верить. Мы недавно обсуждали как раз проект исторического ядра, вот как раз с Саидом и с Инной Валерьевной. Они нам тоже помогали в разработке, в определении вообще исторического вот этого центра. Но, к сожалению, тоже это очень затянувшийся процесс, потому что по закону даже просто формулировки бывают разные, и к нам это привязать немного сложно. И потом, что касается вот этого временного регламента, который сейчас действует, насколько я понимаю, да, Беслан? Высотный регламент. Высотный. Да. Тоже вообще очень странно и непонятно, на основе каких документов он был принят. Там вот просто вот хаотично, как будто сели и решили вот так вот распланировать. Там будет вот такая высота, тут такая. В общем, да, как-то очень все необоснованно, мне кажется. Вот. И я думаю, что да, если будет определена вот какая-то вот охранная зона, зона исторического центра, ядро города, не знаю, как угодно его можно назвать, может быть, это тоже будет какая-то дополнительная защита памятников. Вот. Но, к сожалению, вот это для инвесторов это какой-то лакомый, наверное, кусочек, что все вот хотят именно в исторической части города застраивать очень плотно его и высоту. Просто сегодня запрос есть. Ну да, есть запрос, конечно. Часть.
Ну, мне кажется, это все-таки зону историческую, если мы не хотим потерять облик вообще вот этого исторического города, мы все-таки должны его разграничить, выделить зону для инвесторов, для тех, которые стремятся ввысь, вот, мне, ну, как бы, мне кажется так, чтобы не потерять вот это наши объекты историко-культурного наследия. Я вот сейчас даже смотрю на панораму и вижу объекты, которые появились просто внезапно. И, конечно, это грустно и обидно, что это происходит. Мы, во-первых, в историческом центре у нас были, сейчас уже их сложно назвать доминантами, но они есть. На каждой улице, там, например, на Абазинской, с пересечения Абазинской и проспекта Мира, это Особняк Стефаниди. особняк Стефаниди, на пересечении проспекта и проспекта Леона и проспекта Мира это здание администрации, табачная фабрика «Мир», ну и так далее. Доминанты не могут меняться, да? Доминанты, они могут, почему не могут? Они могут меняться, но в историческом центре, мне кажется, они уже были когда-то, сложились, и они уже обозначены, они сложились, и все уже нужно к ним привязываться, к этим шпилям, к этим куполам и так далее. Мне кажется, нет смысла дополнительно добавлять какие-то 7-8-этажные доминанты. Мне кажется, Сукум уже в принципе сложился, историческая часть, опять же повторюсь, города. Я понимаю, что город должен развиваться, мы это все понимаем, и мы хотим этого, чтобы город развивался, чтобы качество жизни людей и города становилось лучше, но, мне кажется, не в ущерб памятникам историко-культурного наследия. Вот. Мне кажется, даже нам самим в дальнейшем будет очень некомфортно жить. Мы уже сталкиваемся с такими проблемами, вот. И никто бы не хотел жить в безликом городе. Таких их сотни во всем мире, и поэтому, мне кажется, вот это, конечно, наверное, наша всех главная задача. Опереться на вот этот путь сохранения историко-культурного наследия. Спасибо, Сабина, за такое неравнодушие. Все же давайте вернемся к нашим мастер-планам. Как мы поняли из всего, что сегодня прозвучало здесь, мастер-план – это не просто запустить, не просто спланировать как раз-таки, а вот запустить новые какие-то преобразования, создав какие-то точки роста и привлекая инвесторов, естественно. Но сможет ли мастер-план скоординировать инициативы бизнеса и жителей, чтобы они не противоречили стратегии города, а гармонично вписывались? Инна, вы как думаете? Как раз для этого и нужен мастер-план. Ну, на самом деле мастер-план вообще это предполагает широкое вовлечение в его разработку горожан, то есть жителей города, Да. в самом начале, на самом начальном этапе. Как это осуществляется? Не с помощью вот таких формальных общественных слушаний, да, они тоже нужны. Создаются онлайн-платформы, на которых вывешиваются сам мастер-план, его какие-то отдельные проекты, за которые могут голосовать, выражать свою точку зрения, подавать какие-то интересные идеи горожане. Это какие-то семинары, постоянные общения с жителями по поводу разных составляющих мастер-плана, разных его проектов. То есть это постоянный диалог с горожанами в процессе его разработки. Да? Поэтому, естественно, и бизнес, и инвесторы тоже вовлекаются в этот процесс. И им уже подается совершенно как бы новая там концепция, да, новое видение города, в которой они могут участвовать. Вот интересный пример приведу с мастер-планом Тобольска. Был разработан мастер-план Тобольска, и компания «Сибур» инвестировала 5 миллиардов в его реализацию, потому что она увидела не просто какой-то один точечный проект, а на самом деле концепцию, в которой есть место и инвестициям, и, так сказать, той прибыли, которую может инвестор извлечь из этого проекта. Да. Вот такой пример. То есть мы вместе с горожанами должны разработать видение будущего нашего города и предложить это видение инвесторам, да, и той бизнес-элите, которая
так сказать, заинтересуется. И тогда, мне кажется, этот диалог вполне бы может состояться. Подводя Вопросы итоги, были? можно сказать, что мастер-план не заменяет генплан, а является, можно даже сказать, его предтечей. И если государство наше примет решение вот о мастер-плане, вставит его в свою повестку, конечно, это будет финансовое обременение, само собой. Но это быстрое зато решение по систематизации и контролю строительства. И это, конечно, будет выход из положения, в котором мы были все предыдущие 32 года. Спасибо всем, кто пришел на нашу беседу. Всего доброго.